С кем самые теплые отношения и долгожданные встречи? Это не романтическая история. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто из президентов истинные друзья Эмомали Рахмона. Не по политическим мотивам, а по человеческим отношениям, и всегда поддержат Таджикистан. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Не зря говорят, что только человек, умеющий дружить, имеет много настоящих и преданных друзей. Вот и главы государств Центральной Азии доказывают, что они не только хорошие политики и стратеги, но и хорошие друзья. Мы предлагаем вам узнать, умеют ли дружить президенты. Отношения, построенные на доверии и дружбе, таким президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал отношения с Эмомали Рахмоном. За все эти годы, благодаря вашему руководству, благодаря нашим отношениям, вашим и моим, мы выстроили отношения большого доверия, сотрудничества и дружбы, без прикрас. У нас никогда не было нерешенных проблем, мы всегда поддерживали друг друга и в разных ситуациях, в том числе и в масштабе международном. Я считаю, это благодаря тому, что вы так относитесь к Казахстану, и наши страны стали близкими. Мы всегда стараемся поддержать Таджикистан по всем направлениям, всегда быть рядом, по возможности помогать, отметил Назарбаев. Мы искренние друзья, и у нас очень доверительные отношения. И я думаю, что такие отношения будут и дальше развиваться между нами, заключил Эмомали Рахмон. Мы всегда стараемся поддержать Таджикистан по всем направлениям. Не стоит забывать и про Владимира Путина. Несмотря на то, что Эмомали Рахмон по возрасту будет старше Путина, но их дружба построена немного иначе. Путин для таджикского лидера как старший брат, который всегда выслушает, поймет и поддержит. Только какая проблема или же сложность, звонок Путину все спасает. Как вы думаете, так это или нет? Пишите свои мнения в комментарии под этим видео. На публике они всегда сдержаны, но очевидцы рассказывают, что не на камеру президенты любят пошутить, особенно хорошо заходят в разговоре политические анекдоты. Эмомали Рахмон их знает, кажется, неисчислимое количество. Хотел бы отметить, что в нашей стране многое делается, чтобы прибывающие в Россию таджикистанцы, их семьи, близкие имели достойные условия для жизни. Как вы относитесь к такой дружбе? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Лукашенко является старым другом Рахмона, такой же весельчак, как и сам президент. Главы государства отметили успешное развитие сотрудничества двух стран, в основе которого не только взаимовыгодные проекты в различных сферах, но и личная дружба лидеров стран. Благодаря этому личному вниманию успешно реализуются совместные начинания как на территории Таджикистана, так и в Беларуси. Лукашенко отметил авторитет, опыт и дальновидность Рахмона, а также высоко оценил вклад в развитие стратегического партнерства между Минском и Душанбе. Таджики похожи на белорусы, радушие, принимают, разговаривают. Нам с тобой удалось создать атмосферу радушия. Шавкат Мирзиёев также находится в хороших отношениях с таджикским лидером. Узбекский лидер с уважением относится к Рахмону и любит его как соседа. Их встречи всегда очень теплые и позитивные. Мирзиёев заявил, что благодаря политической воле и решениям таджикистанского лидера отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства, хотя ранее даже была вражда. Мирзиёев пожелал своему коллеге доброго здоровья, успехов и благополучия, а народу Таджикистана процветания, мира и стабильности. Можете ли вы назвать страны, которые имели такой тяжелый багаж 20 лет? Но теперь у нас нет неразрешимых вопросов. Это говорит о том, что мы воплотили желание наших предков жить в дружбе, родстве, взаимопонимании и спокойствии, добавил глава Узбекистана. Гордость наполняет, что мы подписали договор о стратегическом партнерстве. Вы знаете, это свидетельствует о начале нового этапа наших отношений. И еще кого стоит отметить, это Хасан Роухани. Эти отношения наполнены уважением и поддержкой во всем, даже в приветствии. Господин Роухани, уважаемый гость, приветствую вас на таджикской земле, на вашей второй родине, сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Господин Роухани тоже очень приветлив. Действительно, в Таджикистане мы чувствуем себя на родине. Традиции и обычаи народов Таджикистана и Ирана очень близки, сказал он. Президенты не раз отмечали, что какие бы политические отношения между странами не сложились в будущем, их личная дружба всегда будет существовать.
Иран будет содействовать Таджикистану. Это оказывает положительное воздействие на развитие региона. На этом у нас все. Просим вас написать нам в комментарии, как вам наше видео. И также, если у вас есть какие-либо идеи по поводу следующих видео, пишите нам в комментарии. Возможно, именно ваша идея воплотится в реальность за счет нашего труда. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!